Насколько белорусская оппозиция сотрудничает с правительством Украины? Есть ли контакты? Мы были бы заинтересованы в развитии диалога, переговорного процесса с Киевом. Мы исходим из того, что Беларусь – это очень важный партнер для Украины, а Украина – очень важный партнер для Беларуси. Белорусское общество в подавляющем большинстве хочет жить в демократическом государстве, где сам народ определяет свою судьбу и руководство. Такое же условие ставит украинский народ. Белорусы, как и украинцы, хотят жить в независимых государствах. Мне кажется, что эти три фактора должны поспособствовать началу нормального рабочего диалога и коммуникации с Украиной. Так мы сотрудничаем со всеми демократическими странами региона – ЕС, США, Канадой, Великобританией и Швейцарией. В Беларуси активно развивается подпольное движение сопротивления режиму Александра Лукашенко. Учитывая уровень репрессий со стороны режима, насколько большой ресурс у этого движения и насколько сильно оно сейчас? Ресурс значительный, и он наращивается. Эти организации уже созданы, они развиваются. И это обусловлено в первую очередь тем, что люди не могут открыто выходить и высказывать свое мнение. Даже за наклеенную на окне страничку бумаги тебя могут арестовать и посадить на 30 дней. Таких примеров очень много. Это создает предусловия, почему люди вынуждены идти в подпольное движение. Но оно имеет целью скорее мирный протест, нежели потребление каких-то силовых методов. По крайней мере, мы, политические лидеры, выступаем с этой повесткой дня. Есть очень много организаций. Практически они основаны на организованности самого общества. Мы начали реализацию плана под названием «Перемога». Его создали бывшие офицеры и специалисты Генерального штаба Министерства обороны, МВД, имеющие опыт реализации подпольной деятельности и сопротивления на оккупированных территориях. В рамках этого плана происходит мобилизация максимально широкого актива белорусского общества. Каждый гражданин страны может абсолютно конфиденциально и безопасно записаться для участия в этом плане. Мы уже считаем, что этот план выполнен на 50%. Он обеспечивается созданным белорусской оппозицией ситуационно-аналитическим центром. Кроме того, есть еще известная структура Байпол. Это бывшие силовики, которые занимаются расследованием преступлений, совершенных и совершаемых режимом в отношении мирных белорусских граждан. Здесь мы имеем очень широкий потенциал для развития и уже очень много сделано. Следующее – это киберпартизаны. Это движение действует инкогнито. Никто не знает этих людей, но это потрясающие активисты, благодаря которым буквально в последние 2 недели были вскрыты телефонные разговоры силовиков системы МВД, которые находились на прослушке КГБ. В сетях, на YouTube-каналах и в текстовом варианте уже выложено достаточно большое количество переговоров руководителей высокого и самого высокого уровня системы МВД о том, как они совершали преступления и подавляли протесты в прошлом году. Это уникальная база, гигабайты информации, которые являются доказательствами совершенных белорусскими силовиками преступлений. Кроме того, эта информация показывает, что и сам Лукашенко контролирует своих подчиненных силовиков, которые якобы находятся на его стороне. То есть он боится всех и вся. Мы создаем подпольные организации в различных структурах. У нас есть диалог с народом. Мы его ведем как народное антикризисное управление совместно с инициативой «Честные люди», куда могут записаться все государственные чиновники. Уже записалось несколько тысяч человек. Национальный банк, Министерство финансов, Министерство экономики лидируют по количеству участников нашей инициативы. Мы также имеем каналы обмена информацией и с силовым аппаратом. Я, как бывший дипломат, с удовольствием могу сказать о новой инициативе – подпольном объединении белорусских дипломатов. Сокращенно можно сказать «Победа». Это дипломаты, которые высказывают свою позицию, в том числе на уровне чрезвычайных и полномочных послов, назначенных Лукашенко. Они не согласны с его политикой. За исключением плана «Перемога», все эти структуры – это для того, чтобы сейчас взаимодействовать и получать информацию. Но все они вместе с планом «Перемога» для того, чтобы в решающий момент выйти на самую решающую акцию. Возможно ли еще такие большие акции протеста, как в прошлом году? Я уверен, что да. Такую подготовку мы ведем. Мы не прекратили свои действия. Огромное количество белорусов пострадало. Тысячи находятся в тюрьмах по политическим причинам. Огромное количество граждан выехало за пределы страны. Самые масштабные репрессии европейского народа после окончания Второй мировой войны сегодня осуществляются в отношении белорусов. Поэтому протест, безусловно, будет. Также в качестве активных действий белорусское объединение рабочих
объявила предзабастовочное состояние. Мы анализируем готовность предприятий к забастовкам. Еще одно направление – это партизанское движение. Вы знаете, что Беларусь известна своей историей партизанской борьбы. Это мирное партизанское движение. Каждый день в Беларуси можно увидеть бело-красно-белые флаги в различных местах. На дорогах, на зданиях, на линиях электропередач, а также наклейки и листовки с различной информацией. Тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах. Недавно объявили приговор также Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Какие могли бы быть точки давления со стороны ЕС для того, чтобы освободить тех людей, которые находятся в тюрьмах? Мы не хотим повторения истории, когда торговля политическими заключенными приводила к 5-летним циклам. После того, как режим начинал торговлю, санкции снимались и все начиналось сначала. Все это повторялось каждые 5 лет. На сегодняшний день, понимая важность каждого человека и борясь за судьбу каждого, мы говорим об абсолютном безусловном подходе. Здесь мы рассчитываем на солидарную позицию ЕС – освобождение всех заключенных. И это безусловное требование. Проблема заключается в том, и здесь я буду говорить не как дипломат, а как политик, что ЕС не выработал четкой стратегии действий по внутрибелорусскому кризису, который перерос в региональный кризис для безопасности Европы. Сегодня диктатор осуществляет войну в отношении белорусского народа. Де-факто в Беларуси военное положение. Здесь не действуют законы, нет правосудия, адвокатура не защищает политических заключенных, а если защищает, то их лишают лицензии. Фактически все процессы гражданского общества ликвидированы. Также ликвидированы либо в стадии ликвидации 200 неправительственных организаций. Обыск в обществе по защите птиц, которое было создано еще во времена СССР, вызывает смех и слезы. Гражданская инициатива в белорусском обществе полностью подавлена. Нужна стратегия. Мы упустили возможности прошлого года, когда должны были быть введены мощные санкции и начаться переговоры с условиями. Также должна была быть создана группа высокого уровня ЕС и рабочая группа с депутатами Европарламента. Это решение было принято, но очень поздно. В декабре была создана рабочая группа, а миссия высокого уровня так и не появилась. Сейчас мы ставим в качестве нашего видения стратегии непризнание более Лукашенко президентом и непризнание его правительства. Это сложное политическое решение, имеющее международно-правовые последствия. Но мы считаем это эффективным инструментом воздействия на режим. Второе – это признание режима международной террористической организацией. Фактов для этого абсолютно достаточно. Сам Лукашенко признался в убийствах, которые он организовывал в 90-е годы на дорогах Беларуси. Мы знаем про последующие политические исчезновения Виктора Гончара, Юрия Захаренко и многих других политических деятелей. По его приказу осуществлялись убийства людей в прошлом и этом году, как на улицах Беларуси, так и в тюрьмах. Он сейчас развязал гибридную войну с соседями из ЕС. Он занимается торговлей людьми, организовал массовую нелегальную миграцию, угрожает убийством лидерам белорусской оппозиции за рубежом. Буквально в недавнем заявлении замгоссекретарь Совета Безопасности Владимир Арчаков говорит о том, что белорусские лидеры оппозиции знают свою судьбу, они будут погибать в автомобильных катастрофах. До этого заявления делал председатель КГБ Иван Тертель. Он говорил про историю НКВД, о том, что всех тогда находили и наказывали. Замминистра внутренних дел Николай Карпенков сказал, что они готовы к совершению террористических актов по примеру борьбы США с группировкой Усама бен Ладена. Сам Лукашенко говорил, что они всех достанут. Однажды одна активистка белорусских дворовых протестов спросила меня, а сколько еще надо трупов белорусов на улицах Минска, что от нас еще хотят? Это ужасающие слова. Но действительно, неужели недостаточно преступлений, совершенных Лукашенко, для того, чтобы его признать международным террористом? И вот здесь вопрос также к Украине. Как Киеву поступить в этой ситуации? Поэтому я обращаюсь к президенту Зеленскому, как тоже человек, связанный с культурой, бывший министр, дипломат и как политик сегодня. Господин президент, вы видите, как страдает белорусский народ. Мы восхищаемся вашей борьбой за независимость, за то, что вы хотите жить в демократии и свободе. Это то, что нас объединяет. Белорусы тоже хотят этого, и мы очень рассчитываем на поддержку президента и правительства Украины.
Я не знаю почему, но нас все убеждают, что именно администрация президента Украины тормозит весь диалог с белорусской оппозицией, что именно там нет желания развивать те контакты. Если это неправда, то важны конкретные шаги. Сегодня в Беларуси решается судьба не только белорусов, сегодня в Беларуси решается также судьба Украины. Если с точки зрения стратегии украинских политиков, украинское руководство считает, что лучше сохранить диктатора Лукашенко, который будет убивать и репрессировать белорусов, нежели помочь белорусскому обществу победить диктатора, это ошибочная стратегия украинских аналитиков. Во время дискуссии вы также вспоминали, что были проблемы с контактами в американской администрации во время президентства Дональда Трампа. Изменилась ли ситуация после избрания Джо Байдена президентом? Да, конечно. Ситуация абсолютно изменилась после изменения руководства США и избрания президентом Байдена. Сейчас у нас достаточно активный диалог с американским послом. Америка занимает абсолютно продемократическую позицию ценностей. Знаете, в чем разница между позицией России и демократического мира, Европы и Америки? Россия борется за сферу влияния, за подчинение территорий, а демократический мир – за моральный выбор и ценности. Для них это человек, потому что они понимают, что именно гражданин Беларуси должен решать свою судьбу. Вы же знаете белорусов, это добрые по характеру люди. Мы хотим дружить со всеми, мы не хотим воевать. Каждый народ этого хочет. Но мы же четко понимаем угрозы, которые идут со стороны восточного соседа. Ведь эти угрозы не то, что нарастают внешне, они уже внутри у нас. Это поглощение информационного пространства, это размещение учебно-боевых центров в Гродно и Барановичах. Мы упускаем этот шанс, потому что нам не хватает политиков с волей в Европе. Диктаторы отличаются от демократов тем, что там, где диктатор делает 100 шагов, он не смотрит ни на закон, ни на соблюдение ничьих прав. Демократы сделают полшага, и вторые полшага будут думать, можно ли идти дальше, даже если в рамках закона. Давайте сделаем этот шаг. Признаем Лукашенко международным террористом. Изменилось ли отношение белорусов и белорусской оппозиции к российскому правительству за этот год? Как дипломат с более чем 20-летним стажем, я знаю очень многих российских коллег. Я встречался и с министрами иностранных дел, замминистрами, послами. Я понимаю, что это достаточно мощная структура, хорошая аналитика с прогнозами развития ситуации. Но российская внешняя политика совершила стратегическую ошибку и на наших глазах углубляет ее. Большинство белорусов хотят жить в независимой стране. К сожалению, из-за этой политики Кремля уже часть белорусов говорит такие слова, которые раньше вообще невозможно было бы вслух произнести. Они говорят, что хотят разрыва любых отношений с Россией. Да, это печально, но это не наша вина. Это как раз таки делает сосед. Почему он пытается себя загнать в эту ситуацию, из которой придется все равно выходить? Наверное, потому что смотрит на это очень кратковременно. Потому что если это измерить перспективой 3-5 лет максимум, все равно это изменится. Ведь все равно эта система переломится, потому что общество уже поменялось. Белорусы ценят то, что они живут в независимом государстве, несмотря на то, что Россия вкладывает огромный информационный, политический, военный ресурсы, невозможно поменять внутреннее восприятие белорусов. Есть ли понимание у белорусов и белорусской оппозиции, что если бы не Путин, то Лукашенко не был бы сегодня тем, кем он есть? Абсолютно. Но с другой стороны, мы не можем обвинять всех и говорить, что виноват Путин или Трамп, который нас вовремя не поддержал. Наверное, прежде всего надо посмотреть на нас самих. Это был взрыв протестов. Я недавно давал интервью украинскому телевидению, где меня спросили, почему мы не поступили как на Майдане. У нас не было структур, у нас не было оппозиционных депутатов в парламенте, у нас не было телевидения и радио. Мы фактически были лишены очень многого из того, чем обладала на тот момент Украина, и что позволило организовать более активное сопротивление диктатору. Что касается политики соседа, да, это стало решающим моментом в прошлом году, но это не будет решающим моментом завтра. Я в этом убежден. Мы пройдем этот барьер, как Украина проходит. Тяжело в страданиях, апеллируя к поддержке США и ЕС. Также и мы сегодня обращаемся к Украине. Мы в подобной ситуации. В худшей у вас, конечно, потому что у вас война, но у нас воюет диктатор с народом. Он убивает, репрессирует, арестовывает и задерживает людей каждый день. Поэтому мы к вам обращаемся. Нам нужна ваша помощь. Мы сами решим свою судьбу.
Но аккумулирование мотивации возможно только если мы поймем, что все за нас и вместе с нами.